Всем привет, с вами адвокат Таир Насханов. Сегодня я расскажу вам про то, как правильно себя вести при обыске. Итак, это следственное действие, которое производится в ходе досудебного расследования. Если к вам пришли сотрудники правоохранительных органов с тем, чтобы провести обыск, они вам должны предоставить постановление о производстве обыска. Естественно, в этой ситуации вы можете потеряться, поэтому возьмите блокнот, ручку и тщательно запишите, что указано в этом постановлении. Это должно быть следователь, фамилия, дата, номер уголовного дела, по какому поводу производится обыск, это, как правило, пишется на первой странице. Кроме того, в этом блокноте укажите всех, кто к вам пришел. Там должны быть следователь, оперативные сотрудники, понятые. Понятых спросите их адреса и телефоны. Почему? Потому что это должны быть не заинтересованные и независимые от органа уголовного преследования лица. Во время обыска не сидите рядом со следователем, который заполняет документы, а ходите с понятыми и операми, которые ходят по квартире или по дому в надежде что-то у вас найти. Будьте крайне бдительны при подписании документов. Если какие-то нарушения есть, обязательно отразите это в протоколе. Протокол, копию вам должны выдать. Эти и другие полезные советы вы можете найти внизу. С вами был адвокат Таир Насханов. Подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы!